Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем вечерний разговор с Адаханом Адумаровым. Мы сюда приглашаем неординарных личностей, очень известных, талантливых, независимо от сферы занятости. Это выдающиеся деятели искусства, выдающиеся деятели науки, другие сферы. Одним словом, люди, которые, не побоюсь этого слова, построили нынешний Кыргызстан и прожили достаточно интересную жизнь, но они известны, как я раньше говорил, известны как кинорежиссеры, артисты, актеры, деятели медицинской науки, литературы. Мы хотим раскрыть человеческую сущность, что их волнует, чем они живут, что их переживает, что их радует. Вот в таком в контексте пойдет наш разговор. То есть мы попытаемся вместе с вами распознавать этого человека, изучать, если хотите, этого человека. Сегодняшний наш гость, известный человек, один из авторов «Кыргызского чуда», это в области кинематографии, народный артист Кыргызской республики, кинорежиссер Геннадий Садырович Базаров. Изначально, Гена Байке, что имени вашим? Откуда Геннадий? Ну, это мне часто задают вопрос, задают разные люди, таксисты, продавцы, просто встречные на улицах бишкекчане, раньше фрунзенцы. Там задают часто вопрос, журналисты, когда интервью берут. Я родился в 1942 году. Отца не взяли в армию, сказали, ты нужен будешь здесь. Тылу, от Башаха я родился. Нет, в какой сфере, в какой области отца? Он был председатель райисполкома, молодой еще совсем. Вот. Ему сказали, фронту нужен будет хлеб, фронту нужно будет... Ну, тыл – это второй фронт, да, вы не менее важный фронт. Вот заниматься, давай, ты молодой, энергичный. Вот я в 1942 году родился, у него был друг русский. Его фамилия была Полный. Он был секретарь обкома в Нароне. Отец в Башах. Вот они очень большие друзья были. Когда я родился в 1942 году, вот у его друга сын летчик погиб. Вот я родился, в этот день погиб летчик Геннадий. Его сын, да. На фронте. И вот память у него. Отец меня назвал Геннадий, память сына своего друга, летчика Геннадия, погибшего на фронте. Вот я стал Геннадий. Да, и еще, Гена Байке, вот скажите, когда вы утром просыпаетесь, часто перед глазами стоит детство. Бывают такие случаи у вас? Часто? Нет, детство у меня всегда стоит перед глазами. Всегда. Я не только когда просыпаюсь, когда иду, когда я сижу в перерывах между съемками, перед тем, как ложиться, да, сижу там и смотрю телевизор. Детство – это такое время, такой период, который не выхолащивается из памяти. Он остается навечно, нетленно. Детство – это самое прекрасное, беззаботное время, да. Самое прекрасное пора человека. Да, Гена Байке, вот скажите тогда, что сегодня вас радует? У вас остаются вот детские какие-то там забавы, которые постоянно сопровождают, являются неотъемлемым спутником вашим? Что вы с собой несете до сих пор из детства? Что меня радует? Что радует, что несете, вот что, да, до сих пор, вы говорите, нетленное, что вы до сих пор носите в себе из детства? Ну,
Меня радуют мои внуки. Мы постоянно созваниваемся, и по телефону мы друг друга видим. Они на глазах растут, на глазах формируется их сознание. Уже по-другому начинают они говорить, по-другому соображать. Меня радует, что человечество бесконечно, оно все время пополняется, Продолжается род. да, продолжает расти, да. И меня вот это радует, понимаете. Я когда иду по улице, я вообще люблю детей, я с собой ношу конфеты. Я не могу видеть, когда ребенок плачет. Да, да. И вот на улице, когда я иду, вдруг какой-то мальчик или девочка маленький плачет, я им даю конфету. Понимаете, вот. Я не могу Смотреть, когда они плачут. Не могу. Я Это- все время это- вспоминаю слова Достоевского. Человечество не достигнет расцвета и благосостояния, пока на нем лежит хоть одна слезинка ребенка. Удивительные слова. Конечно. Это достаточно емкие слова. А сегодня у нас тысячи Да. плачут. У нас сегодня что-то страшное происходит. Когда мы жили при социализме и вдруг оказались пред оскалом рыночных взаимоотношений, многие из нас, конечно, растерялись. Конечно, растерялись. А наши дети родились после этого. Они не видели социализма. Они сразу увидели вот этот вот Дикий капитализм. псевдокапитализм. Вот по этому поводу казахский поэт, большой друг нашего Чингиза Тореқұловича Мухтар Шаханов, говорил, что когда Союз распался, говорит, мы радовались, что наконец-то мы будем общаться с европейской цивилизацией. Но как быстро поняли, что эта европейская цивилизация оказалась европейской канализацией. Ну, это знаменитые слова Шахана. Да. Шахан. Он это всегда повторяет. Да, всегда, да, да. сам, да. Видите, я вот раньше до этой квартиры жил рядом с 7-й Микрорайон? школой. 7-й лицей, школа, да. По Бакамбаеву. Да. Понимаете, и на работу всегда проходил мимо. Мы каждый раз Мимо. пересекались, Мимо каждый день этого, практически. мимо Я тоже школы. там жил, да. И когда пробегали вот эти вот первоклашки, там какой-то запах детский был, такой аромат. Это чувствуется, да. И я еще тогда, я в своей авторской программе об этом размышлял, и я тогда видел, что у школы всегда собирается, так сказать, масса престижных автомобилей. Это Из школы забирают. автомобили родителей Школьников, да. имущих, которые приехали за своими чадами. А неимущие дети, чада, они бежали к остановкам, переполненным Троллейбус. автобусом и троллейбусом. И я вот наблюдал за этими неимущими детьми, шпингалетами, так сказать. У них другой взгляд. Вам не кажется, что они более живучие, более... Другой взгляд. Я тогда понял, что дети, живущие в нужде, быстро взрослеют. Да, я имею в виду это. И мне казалось, что вот они вырастут, что у них сохранится какая-то привязанность или любовь к отчизне. Я думаю, нет. Мне кажется, что наоборот. Да. Мне кажется, что Потому наоборот. что они с возрастом начнут понимать, что они все эти годы жили как бы взаймы у государства. Как будто... Но, Гена Байке, вот с другой стороны, посмотрите, пожалуйста, великие личности в области литературы, они практически все выросли нищими. Посмотрите русских классиков, посмотрите на кыргызские писатели. Они всю жизнь не доедали,
Они в голоде, в холоде, они выросли, но у них чувство патриотизма было куда выше, чем сегодняшнее. С возрастом. А я прошу прощения, тогда вы скажите, вы в 1942 году родились, практически дети войны. И вы 25 лет снимаете, я бы сказал, проблемы человеческого, вселенского масштаба, материнское поле. Вы хотите сказать, что вы жили в достатке и были балованием судьбы, чтобы испытать, через себя пропускать вот эти вот тяготы лишения военных лет и, самое главное, горечь, материнская горечь, горечь земли, которая рыдает от этих снарядов, которые взрываются. А вы снимаете фильм «Материнское поле». Как это объяснить? Нет, ну это очень просто, с одной стороны. Материнское поле вообще, это был своего рода подарок Чингиза Тореполовича. Вам? Я закончил институт в 23-24 году, когда мне было. И мне надо было снимать дипломную работу. И когда я приехал во Фрунзе, Чингиз Тореполович вызвал меня к себе, он был тогда председатель Союза кинематографистов, и предложил снять «Материнское поле». Мы это знаем. Мы это знаем. И у меня мой вопрос в другом. Как 25-летний мальчик осознал, понимал, и более того, как режиссер, обязательно должен сопереживать горечи Толгуная, сопереживать горечи земли, от имени которого говорит автор. Как? Что должен испытать человек, чтобы вот это все передать? Ну, это просто зависит от профессионализма режиссера. Тарковскому не надо было пережить горечи войны, чтобы снять свое великолепное Иваново детство. Понимаете? Вот. Поэтому это не обязательно, если снимать там о 16-м годе, пережить надо 16-й год. Это просто зависит от личности, от восприятия художника. Скорее всего, слово «восприятие» больше подходит. Я исхожу из того, вы говорите, что люди, которые выросли в достатке, у них... Его воображение и от его личного качества. Потом, поймите, мы же дети войны, мы видели людей войны. Видели. Мы жили среди них, этих стариков и женщин, которые во время войны были. И когда я «Материнское поле» снимал, вот эти люди еще были живы. Если помните, там массовки, старики, женщины, старухи, они пережили войну. Да. Мне не надо было с ними работать. Мне не надо было им ничего объяснять. Что вот сейчас придет один солдат. Они ждали, сотни солдат возвращаются будут. А возвращается только один. Один, да. И то такой странный, в обмотках, худой. Вот этот вот момент, Гена Байке, вот этот момент, тогда, когда увидели и потом пошли, многие начинают бить его. В лице этого солдата они бьют, наверное, войну. Нет, мне не надо было объяснять, и они это второй раз уже переживали тогда. Второй раз. Они сами мне объясняли, как надо себя вести. Гена, тележка вот такая должна быть, упряжка вот такая должна быть. То есть они учили вас наоборот? Люди, они консультировали меня. Люди вот так вот переживали, вот так вот оплакивали, вот так вот встречали. Это нам повезло, что вот то поколение еще было живо, и до сих пор их внуки там встречаются, говорят, вот когда «Материнское поле» вижу, я своего дедушку вижу, свою бабушку вижу, они живые, встревоженные, они озабоченные в фильме и так далее, и так далее. Это время войны.
Мы были детьми, но мы это все равно осознали, это осталось у нас в крови. Хорошо, Осталось. хорошо. Жоқтоп. Черные письма, эти письма Жоқтоп, приходили. Все, мы же это воспринимали в детской памяти. Это все откладывается и остается на всю жизнь. Геннадий Александрович, вот тогда скажите мне, вот идет акселерация, все говорят, дети быстрее взрослеют и быстрее умнеют. Кто говорит? Дети быстрее взрослеют и быстрее умнеют. Сейчас говорят, идет акселерация. 25-летний 60-х и 25-летний 20-х, 21 века уже. Мне 24 года было. 24 года. Вот смотрите, разница есть между теми 24-летними и сегодняшними. Хотя говорят, нынешняя молодежь быстро взрослеет, быстро там улавливает, ухватывает что-то там. А в чем разница, другие, если есть? Они другие, Адахан. Время изменилось, люди изменились, нравы изменились совершенно. Поэтому сопоставлять я не стал бы. Сравнивать, да? Военных детей войны или детей, так сказать, перестройки, после перестроечных. Понимаете, я не стал бы сопоставлять. Хорошо, Они в чем-то продвинулись. Геннадий Александрович, тогда скажите мне, пожалуйста, а в чем измеряется степень свободы? Вот есть такое понятие, как свобода. Есть степени свободы. Насколько он свободен или насколько он самоограничен? Чем измеряется вот эта вот степень свободы? Адахан, во время державной цензуры, вы помните? Да, конечно, прекрасно помню. Да? Больше, чем. Державная цензура, мы снимали под напором державной идеологии. Под наблюдением. Вот, понимаете, вот, поэтому нам было и легко, и трудно. И трудно, и не трудно, потому что мы были под вниманием. Но тем не менее, вот смотрите, но тем не менее, будучи, работая под державной цензурой, тогда выходили шедевры. Я об этом и говорю, да. Помните? Конечно. Писались шедевры, снимались шедевры. Какая плеяда поэтов появилась. Писателей. Какая плеяда художников, кинематографистов, театралов. Это был ренессанс. Потрясающе. Таких сейчас нет. Где сейчас рождественские, Белла Ахмадуллина, Рамис Рыскулов, да? Евтушенко, Алык Лосмонов, да. Сыдыкбеков, Алтухомбаев. Касымбеков, да? Нету. Пусть не обидятся сегодняшние представители интеллигенции, культуры, литературы, кино и так далее. Понимаете? Где сейчас сегодня, если в мировом масштабе взять, где Феллини сегодняшний или Висконти, где Куросава? Я одного японского коллеги говорю, вы знаете, вот ваше кино японское для меня закончилось со смертью Куросавы. Не обиделся? Вот пока Куросава был жив, я знал, что есть японское кино. А вот Куросава не стало, Кобаяси не стало, Ямамото не стало, нет японского кино. Я говорю, есть у вас вот продолжатели Куросавы, Ямамото? Есть у вас? Он говорит, нету. Ну, у нас есть, говорит, Таширо. Ну, это я говорю, он снимает боевики. Легкие. Боевики снимает. А где вот эти вот великие классики, продолжатели? Он говорит, пока мы не видим. Помните, Канета Синда был такой, он привез потрясающий фильм на Московский фестиваль «Голый остров». Гран-при. Поэтому я вообще, Адахан, я вообще считаю, что 20 век, конец 19-20 век, это была эпоха, переродившая человечество.
А 21 век, по мне, это эпоха деградации человечества. А есть способ как-то остановить этот процесс? Понимаете? Остановить этот процесс невозможно. Остановить этот процесс могут только люди искусства. Скажите, пожалуйста, тогда. Отлично. Практически у нас мысли настолько созвучны. Я когда-то говорил, что государством должны править люди, которые понимают, что такое искусство. Как в свое время Конфуций говорил, страной должны править философы. Киноискусство, как Владимир Ильич говорил, это самое важное и самое близкое для народа. Сегодняшнее киноискусство. Вот вы говорите, тогда мы жили под тотальным контролем, но появлялись шедевры. Я люблю перелистывать, читать журналы «Алато» 70-х, 80-х. Какие критические статьи, очерки, публицистика, вам очень близко. Вы ведете авторскую программу «Альтернатива», это практически сегодняшняя публицистика. Сегодня есть свобода. Тогда, говорят, тогда не было свободы. Кто больше счастлив? Сегодняшний свободный человек или тогдашний человек, который жил под контролем? Вот я хочу продолжить свою мысль. Вот тогда, так сказать, вот я говорю, выходили шедевры, да? Вот сегодня нету этой цензуры. Нет. Вседозволенность. Говорят, снимай что хочешь, пиши о чем хочешь, рисуй как хочешь, что хочешь. И так далее. Но нет выдающихся произведений. Казалось бы, руки развязаны. Никто над тобой не стоит, не давлеет. Казалось бы, да? Но нет уже. Да. Это мы мечтали тогда. Боже, дай свободу, убери цензуру. Понимаете? Вот. Мы мечтали. Но я сейчас вспоминаю слова великого Феллини. Великого Феллини. Тоже незадолго до смерти. По телевизору интервью было у него. Я запомнил эти слова. Он сказал, художник, будь это в кино, или в литературе, или в театре, и так далее, должен всегда пробиваться сквозь трудности. Испытать трудности, да. Испытать трудности. Если он не испытает эту трудность, перед ним должны быть все время какие-то стоять трудности. Не испытает, он не испытает вдохновения, он не создаст достойного произведения. Вот, может быть, эта цензура и была той трудностью, искусственно созданной. Помните, да, Дахан, когда писатели свои глубокие свои, так сказать, затаенные мысли писали между строк. Да. А мы конечно. это угадывали, Конечно. Да. Когда режиссеры намеками в метафорической форме давали понять тоже. Вот. Правильно? Вот, то есть был поиск формы. Смотрите, да? В кинофильме, да, великолепные моменты вспоминаются, «Чтоб ты одну зарплату жил», помните, из фильма? «Чтоб ты на одну зарплату жил», да. Из кинофильма «Бриллиантовая рука». Потом «Спортлото 82». В наше время легче падишахом стать, чем что-то доставать. Какая цензура? Или же «Кавказская пленница», да здравствует суд, самый справедливый суд. Ура, товарищи! Это тонкие намеки. Посмотрите на «Джентльмена удачи». Посмотрите на наши кыргызские шедевры. Вот, «Кызыл-алма», «Красное яблоко», «Белый пароход». Посмотрите на «Плач Акбары», да? И там же говорится, кто бы мог подумать,
что в этом году заказ, план по мясу не может выполнить государство, и беда на голову этих, как называются вот эти вот степные животные, там, которых стреляют с вертолета. Сайгактар, бөкөндөр. А это же была страшная критика. Критика строя. Великий Эйзенштейн снимал Ивана Грозного Да. во время «Есть история». Да, да. Вот именно. Осмелился. Или ваше произведение «Аномалия». Аномалия вообще мы предугадали в сегодняшний день. Вот. Это снято 25 лет назад. Разрешалось? И сегодня то, что мы предугадывали, Да. сегодня происходит. Сегодня происходит. Мне Март Ашимович в нашей беседе говорил, что трагедия нынешней власти заключается в том, что они не слушают. И он рассказывал, как Исхак Разаков, как Турдакон Усубалиевич, как Абсамат Масалевич, они приглашали специально деятелей искусства, культуры, и их слушали. И более того, и он говорит, что они делали все так, как мы говорили. Вот мы говорим, что вот была державная идеология, державная цензура, но было внимание. Да, А внимание. сегодня нет ни цензуры, ни идеологии и никакого внимания. И Согласен. никакого внимания. Өлдің бе, тіресің бе, Барсың бы, жоқсың бы. барсың бе, жоқсың бе, Бәрібір. қазақша айтқанда. Никакого внимания. И как ты живешь, на что ты живешь, и как ты себя чувствуешь. Раньше спрашивали, как вы себя чувствуете? Над чем занимаетесь? Да. Над чем вы хотите работать? Вот скажите, может быть, трагедия именно в этом, что последний шедевр, ваш коллега Болот Төлөнович Шамшиев снял 47 лет. С 47 лет до конца жизни ни одного фильма не снимал. А вы свой фильм «Карагыз», сколько вам лет было тогда? Ой, мне было почти 60. Почти 60. Да, Карагыз, его почти год не показывали. А в чем проблема? А я не знаю. Вот мне сказали... Ну, что пришли же демократы же тогда. Сверху было сигнал пока не показывать. Но, Геннадий, скажите, вот суверенная страна, пришла свобода, коммунисты ушли, потому что все грехи валили на коммунистов. Пришли демократы, и вам не разрешали показывать этот фильм. Потому что говорили, что жизнь прекрасна, что жизнь улучшается и так далее. А мы сняли фильм о людях дна, которые просто существуют, просто опускаются. Это начало нулевых, в 2002-2001 году. 2002 год. 2002 год. Вот, казалось бы, рассвет, островок демократии. Да, да. Когда мы говорили, мы сейчас демократию строим. И впереди всей планеты. Любим друг друга, мы сейчас свободу даем. А кто запрещал? А? Кто запрещал? Я не знаю. Какая структура? Это во время Асхара Акаевича было, это во время Асхара Акаевича. Кто-то там, кому-то не понравилось, кому-то хотелось индийское кино смотреть с песнями, танцами. Нежели А здесь наши вдруг, проблемы. Какой-то Ну. развалине, какие-то совершенно нищие, спившиеся люди. Но это картина того периода. Это реальная картина того периода. Да, поэтому он получил гран-при на международном кинофестивале. Совершенно случайно, совершенно случайно. Геннадий, я этот же вопрос задавал и Марту Ашимовичу. Это что? Бізден баяғы внутренне қырғызша көре албастық пы? Или же я никак не могу понять, в чем проблема? Вот за рубежом честь и хвала, чудо, все восхищаются, все аплодируют. А вот внутри нашей страны почему-то ни художники, ни политики, ни акыны, да, ни поэты, никто не нравится. В чем проблема? Почему так?
Это проблема недопонимания. А почему другие понимают, мы недопонимаем? Это проблема недопонимания. Недопонимание роли искусства. Роли искусства. Недопонимание. Ведь Ленин был прозорливый, когда он сказал, из всех искусств для нас важнейшим является кино. Да. Кстати, Сталин любил фильмы смотреть. Он сам смотрел, да. Специально смотрел фильмы. Я был свидетелем, когда школьником на Дзержинке, когда Разахов в театр шел с женой. Вместе с народом. Вниз в театр. Театр находился, где сейчас музей Фрунзе, одноэтажное здание. Да. Вот театр. Он туда ходил вместе с народом выходил, шел домой. Никакой охраны. Сопровождения. Не перекрывал улицы и так далее. Разахович шел просто спокойно с женой и вместе с народом, обсуждая то, что посмотрели, шел к себе домой. Он выше Дзержинки жил. Сейчас музей. Да, выше Бекумбаева, рядом с железнодорожной станцией. Да, дом-музей сегодня. Вы знаете, когда... А сейчас, извините, кто-нибудь ходит в театр? Один раз я был свидетелем, какие-то дни культуры Кыргызстана, что ли, были в Казахстане во время Аскара Ахаевича. Угу. Какие-то дни культуры были. Я там случайно оказался. И в Большом оперном театре в Алмата. Камбархан. Нет, вот это, народных инструментов. Карамолдорозов. Да. А перед этим выступил их дамбрист. Их ансамбль народных инструментов. Такие очень сытые, одетые, в хороших костюмах, такие-то довольные, самодостаточные, да? Довольные и так далее. А потом наши вышли выступать. В глазах вопрос, чудовен, костюмы истерзанные, тех времен еще советских и так далее. Я помню тогда, в какой-то момент представился я Аскару Ахаевичу, говорю, Аскар Ахаевич, посмотрите на их костюмы. Правда, им сразу же поменяли костюмы, обновили. Я говорю, неудобно как-то гостям показывать наши сцены. Это вот сейчас кто-нибудь ходит из президентов в театр? Мне кажется, не то, что ходят, они даже по телевизору не смотрят. Был, Масалеев был там и там. Никто не ходит. Кто-нибудь из депутатов ходит в театр? Они больше на базар ходят или там куда-то еще. У них любимое место рестораны и торговые центры. А на той, там, на чей-то той, там, они с удовольствием ходят. Понимаете, это вот как раз и есть недопонимание роли искусства. Вы помните, несколько лет назад один депутат даже заявил, безга, зачем нам этот оперный театр? Я великолепно, помните, да? Прекрасно помню, это конечно. Идея, да. Заявление, которое взбудоражило всех. Противоречит нашей культуре, говорит, да. Вот какой депутат, да? Зачем коммунист бар, бози бар, балеттің керегі жоқ. Ыршылар бар, там. Не говоря о депутатах, вот вы видите, Март Ашимовичем тоже мы говорили, давайте о политике не будем говорить, но сама жизнь заставляет говорить. Возвращаешься, потому что они диктуют правила игры. Хотим мы этого или не хотим. Вот, пожалуйста, Жаткан Держали Олсун, покойный Туркменбашы. Он упразднил оперный театр, а сейчас они набирают. Сейчас набирает. Но зато тогда, когда прерывается цепочка, солистов набирает, музыкантов. Когда цепочка разрывается, восстанавливать будет очень тяжело. Я один из таких вот бесед хочу пригласить звезду кыргызского балета. К сожалению, она долгое время сейчас занимается в Турции, она обучает турецких балерин, к сожалению, Айсылу Токомбаева.
Айслу, да, Айслу, Рейна Чокоева. Рейна Чокоева. А, ну, Рейна Чокоева Я Кыргызстанда. застал Бюсар Эджи. Вот. Она такая была. Вообще, та плеяда того времени, они были очень простые. Простые, доступные. И Открытые. открытые были. Потому что они были из Никакого народа. опломба, никакого зазнайства. Они из народа, Гена Байке. Они из народа, они для народа, они вместе с Возле дома, народом. где Дзержинская, Киевская, там, где жили Муратбек Агай, Рыскулов. Бюсар Эджи и так далее. Там, как всегда, студенты стояли, люди стояли, фрунзенцы, Да. чтобы увидеть, когда они выходят и идут в театр, чтобы взять у них там автографы и так далее, чтобы увидеть живого Рыскулова, который с вечной сигаретой, с мундштуком идет в театр пешком. Они были... Людьми. Их можно было везде встретить, на базарах, везде. На базарах Бакенеджи шла, сразу вступали место, дорогу. Вот скажите, мы на них равнялись. Я помню, когда Бакенеджи Кадыкеева в 1972 году приезжали к нам в село спектаклем. Вот понимаете, народные артисты приезжали в такие села, сельские клубы и ставили спектакли. Яйца воровали с собственных курятников. Почему? Потому что 2 яйца, 1 билет. Понимаете, мы в кармане таскали и приходили, а там очередь, как вы говорите, толпа, и мы разбивали эти яйца, разбивали, и настолько неудобно, мы тогда плакали. И вот этот кассир, иногда увидев вот это, пропускали. Интерес был. Интерес огромный. А если кому-то билет не достает, он обязательно, если это летняя площадка, то он обязательно взобрался на дерево и оттуда он наблюдал, смотрел. Это нечто завораживающее было. Куда исчезают вот эти вот интересы? Театр невозможно было найти билет. Вчера Марат Ашимович говорит, что ставили какую-то пьесу, его пригласили как автора, говорит, я согласился, пошел туда, почему-то захожу в театр, говорит, и у меня голова разболелась, говорит, пахло чем-то, говорит. А потом я понял, говорит, там пахло гуталином, говорит, потому что национальная гвардия солдатов загнали туда, говорит, они спят, говорит. Но сапоги вычищенные, весь театр пахнет гуталином. Вот по поводу запаха. Тогда я маленький школьник был, да? Тогда в драмтеатре, знаешь, какой запах стоял? Знаете, запах сүрсүгөнетменен кымыстын запахы. Потому что айылдан келгендер, когда спрашивали, каяка барасыз? Театр говорили. Ага. Они говорили не в ресторан, они говорили театрга. А потом в оперный театр. Бибисаран Бийин görüldür. Вот театр. А мне Муке рассказывал, и Бакенеджи тоже вспоминала, когда, говорит, Муке в роли Мавра, Отелла начинал душить Бакенеджи Дездемону. Из зала кричали, говорят, Муке, Бакенде, Гунеджок, Маул Ахмак Парангулган, и показывали на Джаманова, который исполнял роль Яга. То есть вот настолько как они реагировали. Вот как они реагировали. А Джаманов рассказывал, в антракте, говорит, я вышел курить во двор театра, мне, говорит, камнем как, Ахмак Сем Барангулган там, камнем, говорит, я, говорит, долго хромал, ходил. Вот так реагировали живо, эмоционально реагировали. И поэтому все говорили, театр Галпар. Поэтому там пахло, они приходили в шубах, поэтому такой запах, хумусмен, запах стоял, они всегда в театр. А потом они приезжали к себе в колхоз, в район. Рассказывали. И об этом уже на целый год тема была разговора. Мукем, Бакенди, Өлтірендеп, Джаману Ахмак, Барангулган и так далее, и так далее. Да, вот помнится один момент.
Один момент, помните, мы сколько лет тому назад открывали памятник, и тогда я очень сильно критиковал, что он не похож на Сюйменкула Чокморова. Рядом за кинотеатром Алатау поставили. Это было это удивительное, уродливое явление. 5 лет назад. 5 лет назад. Вы помните, потом мы пошли... Он похож на покойного Нуртая Бурбиева. Да, абсолютно. Вот, а там и не пахнет Чокморовым. И потом мы пошли на чаепитие. Тогда вот... По Фрунзе. Да. И мы, ресторан Фрунзе, мы пошли. Вот тогда же рассказывал, говорит этот, Болот Туленович рассказывал, говорит, как его там, Сюйменкул Чокморовты, кто-то там отец или там кто-то говорит, ай, балам, сен андай көп ичпей жүргөн, когда вот они снимали фильм «Улан». Это я рассказывал. Это вы рассказывали? Это я снимался, Төлен Шокеевич Во. просил Да. меня, Гена, вот эпизод сыграй, вытрезвительное. Говорит, Сюйменкул меня. Я говорю, ну ладно, давай. И я сыграл. Это Потом вам... отец звонит покойный с Кошкордан. Ой, Ахмак. Во. Ешке шығарбай қалдың, уятыман. Сен вытрезвительно түсіп қалған тұрбайсың, Чокморов. Я никак не мог ему объяснить. Да. Я никак не мог объяснить, что это кино. Потом я пошел к Сюйменкул Баке, говорю, давайте позвоним, объясните. Он стал звонить, он говорит, отец говорит, ай, Сюйменкул, балам, ай, бұл кішінекей де арық неме, көтермейді, көп ішірмей қоймайсың бұл. Я сейчас перепутал тогда Болот Туленович другая вещь. Вот такое воздействие кинематографа. Я вас перепутал, да. Скажите, вот Болот Туленович говорит, знаете, теге сүйкем чинеле алкоголик Турбаева деп айтады дейді, мне рассказывает, говорит, почему, говорит, посмотри, говорит, там этот, ладно, там бетинг можно изменить, говорит, там, а көзі қып-қызыл болып Турбаева, а вот тогда Болот Туленович рассказывал, да, а Төлем Шакеев гениально поступил, говорит, это просто находка была, говорит, как? Первый дубль, второй дубль, третий дубль, он не снимал, он не тратил ленты, да, Пленку, да. пленки не тратил, и он просто так, стоп, мотор, дальше, настолько он замучил их. Потом говорит, все, сегодня не будем снимать, отбой. Они весь день замучились, говорит, так, они только легли спать, и буквально через час подъем, говорит. Ночью, когда человек не выспавшийся, у него глаза красные, естественные, и тогда Сюйменкул Чокморов шел, естественно, говорит, как пьяный. У него глаза красные, помните вот этот вот момент, об этом рассказывал. А вот режиссерских находок. приемов, да. Находок. А вот то, что вы рассказывали, тогда зал расхохотался же там этот, как Айлана, менің баламды не içirip атасың, Сюйменкул қой, уят. Не, но мы с ним, естественно, сыграли. Естественно. Нам по 100 грамм налили. Я помню, в советское время было вытрезвительное. То есть пьяных людей на улице не оставляли. Заботились. Их привозили под душ, а потом на чистую кровать. Они отсыпались и утром отправляли домой. Это материнская забота. Это было просто интересное в советское время. Не трудно или не страшно было попасть сюда, да? Легче там отлежаться, нежели дома от жены что-то услышать, да? Легче там отлежать, чем на улице где-то проснуться, да? Но там другое, они же сообщали на работу. Да, Это было уже трагедия. порицание. А если ты не работаешь, то домой сообщали. Это было позором, в общем-то. Это были приметы того времени. Все равно какая-то забота была о людях. Мне кажется, что народ тогда чувствовал. Я деревенский мальчик, сельский мальчик, закончив кыргызскую школу, поехал в Россию поступать на общих началах.
независимо от того, что ты кыргызскую школу закончил, или там русскую школу закончил, или белорусскую, казахскую, независимо от этого, на наш факультет писали сочинения, вступительные экзамены. Да? То есть нас так хорошо учили, хотя мы мало учились, всего 3-4 месяца. Потому что как только сентябрь, школа открывается, учеба начинается, и буквально через неделю нас забирали на табак. Мы собирали табак. Потом сразу оттуда на хлопок. Так. Мы возвращаемся где-то в середине декабря, 2 недели отучились, и начинается сахман. А в феврале начинается парник. То есть мы работали больше, чем учились. Несмотря на это, мы принимали участие на республиканских и олимпийских олимпиадах и учились в лучших вузах Советского Союза. Учителя, преподаватели были классные. Нет, система советского Образование. тогда ценилась в мире. Да. В мире считалась лучшей в мире. Вот, А сегодня полная свобода и... Айылдан бүтүп келген, 10 класс бүтүп келген бала, он прекрасно знал тогда русскую классику, зарубежную классику. Вот такой был уровень обучения. Уровень обучения. Понимаете? Сейчас не то, что русскую или зарубежную классику, а биздин жазуучуларды билбейт. Потому что не читают. 10 класс өткөндөрү. У одной там как-то интервью там на улице по телевизору я смотрю, берут интервью, какой-то день культуры или что, говорят, это кто такая Курманжан Датка? У студентов, студенткаларда. Одна студентка говорит, балерина Курманжан. Ну, сейчас они знают только троих. Либо актриса, либо артистка, либо еще кто-то, но ни в коем случае. Уровень их образования, понимаете? Нравственность. Понимаете? Это, я вот сейчас скажу такую вещь, что у каждого человека есть такой нравственный камертон. У каждого человека есть нравственный камертон, совесть. Вот. А совесть – это милосердие, совесть – это сострадание, совесть – это Все прощание. Это Это великодушие, одним словом. честность, великодушие, да. И когда он изменяет этому камертону совести, то все меняется, конечно. Меняются окружающие, меняются люди, меняются взаимоотношения. Я не хочу осуждать сегодняшних преподавателей. Шаман Исен Болсун, они тоже стараются что-то. Ну, как-то лет 10 назад меня пригласили вот покойный Кадыр Омаркулов. Он преподавал. Сценарист великолепный. Да, да. Он говорит, на встречу приди, Гена. Ну, я пришел, мы так где-то вопрос-ответа не было, просто сидели студенты, и Кадыркул сказал, ну, просто расскажи, поразмышляй, им будет интересно о кино, об истории кино и так далее. Я что-то пытался говорить какие-то умные слова,
какие-то интересные события вспомнить, особенности наших кинодеятелей, там, Менсайт Колчевукеева, Телешокей Чокеева, там, Болото, Шамшиева и так далее, и так далее. Что-то говорил о фильмах. А потом я смотрю, они сидят, у них пустые глаза. Для них это, мне показалось вдруг, меня какая-то страшная мысль меня. Холод. Это появилось у меня. Мне показалось, что им все это все равно. То есть не чувствовали Гена, контакта, не да, чувствуете. Я сам себе задал вопрос. Гена, то, что ты в течение часа сейчас что-то пытаешься рассказывать, им все это По барабану. по боку совершенно. Им не надо это совершенно. Им надо другое. У них другие интересы. Перестроечное. Такое поколение, которое совершенно не интересует духовность. Совершенно. Геннадий, Мы оказались просто перед оскалом рыночных взаимоотношений. Их интересует, как сказал мне один молодой человек, дядя Гена, говорит, сегодня нужно нам, что нужно, говорит, нам нужен тугой кошелек, говорит, крепкий кулак и добрый дядя, богатый. Вот что нам нужно, говорит. Больше нам, говорит, ничего не нужно. это страшное явление. Если Вот такое циничное признание. Если предел вот ко всему этому мы остановимся ли? Или как поезд Мара Байджиева будем мчаться, пока не разобьемся? Есть возможность остановить все это? Меня как-то на один круглый стол давно очень, тоже лет 10-15 пригласили. Там шел разговор о отсутствии идеологии у нас. Что нужна идеология. И там выступали писатели, были там ученые были, интеллигенция была. И там выступали, предлагали, говорили. И меня предложили тоже что-то сказать. Я сказал, я буду очень краток, уважаемые товарищи. Вот есть в Библии и в Коране слова. Не убей, не обмани. Не воруй. Помогай ближнему. И в Библии это есть. И в Коране. Вот вам идеология. Да, абсолютно. Абсолютно. Вот вам идеология. И я думаю, вот сейчас дает Джоур Кенеште клятву будущий премьер, там, и будущие министры, там, депутаты, президенты. Это смехотворное. Будущий премьер дает клятву, а потом оказывается за решеткой. Понимаете? Министр дает клятву, тоже за решеткой оказывается. И так далее. Я думаю, если бы такая идеология была, то он должен изменить надо текст этой клятвы. Изменить текст клятвы. Я в одном из фильмов своих делал, герой мой говорит об этом. Он говорит, изменить текст. Клянусь не воровать, клянусь не обманывать. Клянусь дорожить доверием народа. Вот такой текст должен быть. Если ты простой, понятный. Если ты поклялся, то ты не воруй тогда, не бери взятки. Мы говорим, вот коррупция. Незадолго до отъезда в Баку и через Баку в Татарстан, Чингиза Тарихулович, последний раз я видел, и мы с ним коротко так разговаривали, Чикай был в хорошем расположении духа,
хорошо выглядел. Мгм. Я даже не думал, что через сутки он там, с ним станет плохо. Понимаете? И он, я помню, он был озабочен сегодняшним положением вообще в мире. Он мне сказал, говорит, я запомнил эти слова, он говорит, Гена, знаешь, говорит, безразличие страшнее войны. Да, Мы сегодня конечно. в тисках безразличия. конечно, конечно, конечно. Вот это вот, я сейчас вспоминаю, он как пророк просто был прав. Вот это безразличие и порождает коррупцию. Безразличие к народу, безразличие к государству, к своему отечеству, к своему достоинству. Понимаете, самому себе безразличие. Да, не зря же говорят. Это вот же цель наживы. Это и есть безразличие. Вы знаете, То, что Гена Вайке, убивают сейчас, то, что сейчас маньяки появляются, то, что педофилы там насилуют маленьких детей и так далее. Дед, я прочитал, дед изнасиловал свою внучку несовершеннолетнюю. это все что? оттуда, от безнравственности, Это есть деградация деградации, безнравственности. человечности. Не зря Это говорят, есть деградация не зря говорят же. Вот, Сейчас престарелых родителей привозят, Отправляют. отдают в дом престарелых и престарелых. уезжают. Вот по телевизору выступала директор дома престарелых, говорит, машинаны алып келіп қалтырып қойып кетіп қалады. Мы даже, говорит, не успеваем посмотреть номер машины. Да. И старик, говорит, стоит и говорит, не знает, куда идти. сын сказал, здесь за тобой будут ухаживать, здесь ты будешь хорошо себя чувствовать. Вы знаете, вот, Гена Вайке, Это не деградация. Гена Вайке, вот здесь, вот смотрите мне, пожалуйста, давайте посмотрим и попытаемся все-таки найти ответ. Не зря говорили, что равнодушие – это страшное преступление. Вот это вот равнодушие. Скажите, у нас есть великолепно воспитанная интеллигенция. Есть ли она вообще у нас интеллигенция? Если есть, почему не слышно голос этой интеллигенции? Интеллигенция очень хрупкая сегодня. Остаток интеллигенции. Так. Остатки той интеллигенции. А на замену кто приходит? Замены нету просто. Замены пока, к сожалению, я не вижу. Понимаете? А что станет тогда общество? Вот поэтому я хочу сказать, что вот когда мы были маленькими, нам говорили, равняйтесь на Разахова, берите пример с Хулатова, с Мамбетова, равняйтесь на них, и вы будете вот Людьми. такими же честными, такими же благородными личностями. Я затрудняюсь своим детям и внукам сказать, на кого им равняться. На кого им равняться? Да, то есть маяка нету. Нету лидера. Нету Нету личности, на которого можно сказать, вот равняйтесь. А что ждет тогда этого общества? Что? То, что мы сейчас видим. То, что мы сейчас видим. То, что мы сейчас видим. А конец каким может быть? Понимаете? Конец безверия. Безверие это страшно. А безверие государства может жить без верия? Понимаете? Безверие государства погибнет просто. Безверие. Мы должны... Как умный человек, как интеллигент, А эти тогда веру- хотя бы одну подсказку дайте, как можно помочь государству. Один человек задал вопрос, зачем нужен театр? Зачем нужен театр? Воспитывать общество. А другой человек сказал, помочь человеку жить. Я к чему это говорю? Потому что мы говорим духовность, театр, литература, кино, живопись, Образование. философия, наука, это все духовность, да? Да. Вот возродить духовность может только искусство. Только искусство. В целом. Наука и искусство. Возродить духовность. И только духовность способна возродить в человеке потребность
к жизни, потребность к прекрасному, потребность к прекрасному. Понимаете? Когда, вот поэтому я говорю, вот почему, вот сейчас, когда смотрим хронику тех лет 50-х годов, 40-х, 60-х годов и так далее, вот, у людей другой взгляд, Да. другие глаза, другой взгляд, другая улыбка, демонстрация, Надежда. или в зале сидят Да. они, или на собрании сидят, или на концерте сидят, другая улыбка, чем у сегодняшней аудитории. Понимаете? Вы это как художник улавливаете. Каждое моргание, каждое мгновение. Вот. Поэтому надо возродить вот эту вот духовность, возродить, внимание уделить культуре. А сегодня есть ли возможность вот это все возродить, Конечно, восстановить? Культуре уделить внимание надо. Культуре уделить. Вот выступают там депутаты, или там делает отчет премьер, или говорит президент там. Но никто не говорит о культуре. Да. Только экономика, только кредиты, только банковские, финансовые, пятое, десятое. Столько новых слов, но ни слова о культуре, о нравственности. Тогда Вот я поэтому вспоминаю, почему мы уважали, любили Гулю Пуховну Шаловну. Она была единственным тогда человеком, который напоминал о культуре, которая намекала о культуре, которая оберегала культуру, опекала культуру. Геннадий, но деятели искусства и культуры, они сами тоже должны бороться. Потому что под лежачий камень вода не течет. Они должны бороться. Мне кажется, что именно эта часть интеллигенции, деятелей культуры сегодня стали слугами этой власти. Нет, Они прислуживают этой сейчас власти. никто никому не прислуживает. Нет, почему? Нет, никто никому не прислуживает. Вы что-нибудь читали, что-нибудь там, которое там восхваляет? Там, Нет, потому что уровень не позволяет писать об этом. Но Какое кино видели, где там прям восхваляется документальное или художественное кино там наша сегодняшняя система? Нет такого. Сейчас безразличие полнейшее. Совершенно безразличие. Понимаете? Потому что они поняли, что это бесполезно. Бесполезно говорить. Мы об этом говорим. Я об этом 25 лет говорю в своей программе. передача, да. Моя программа-то, в общем-то, о духовности и культуре. Я 25 лет говорю о необходимости обратить внимание на культуру, на духовность. Хорошо. Тогда, Геннадий Садырович, знаете, для этого разговора, для решения этой проблемы нам 1 часа, конечно, не хватает. Даст Бог вам здоровья, Құдай өміріңізді берсін. Без кейінкісінде на следующий раз давайте возьмем какое-то узкое направление и вокруг этого вопроса будем обсуждать, потому что у вас потенциал, у вас мысли, у вас, если хотите, рецепты по выходу из этого труднейшего положения. Мы практически находимся, как у Максима Горького, на дне, как в вашем аномалии. Мы попытаемся выйти, мы попробуем выйти, попробуем найти ответы на эти вопросы. Но сегодня мы разговор закончим и ставим троеточие с продолжением. Вы согласны? Продолжение следует. Продолжение обязательно следует, но по узкому направлению. Понимаете, вы говорили, что тяжело будет час разговаривать, а мы только начали разговаривать. Для разогрева нам понадобилось очень много времени, потому что накипело уже. Дальше уже невозможно. Молчать в сегодняшнее время – это уже равносильно преступлению. Вы согласны? Мы не можем молчать. Что не можем? Молчать – это уже равносильно к преступлению, говорю.
Мы продолжим наш разговор. Дай Бог, дай Бог. Да, дорогие друзья, на этом мы не заканчиваем. Геннадия Садыревича можно и говорить на разные темы. В первую очередь мы попытались все-таки показать, чем дышит, чем болеет сегодня, чем переживает известный наш современник, народный артист, кинорежиссер, художник, одним словом. Художник, который рисует с теми красками, которые есть у нас в жизни. Вы не можете придумать другие краски. Это не ваша вина, если у вас картина получается черно-белой или картина получается грустной. Художник, который переживает все, что происходит вокруг нас и в нашей стране. Мы продолжим нашу беседу в следующий раз. Удачи вам, до свидания. Берегите себя.